чтобы с вами снова Лейла с канала «Как-то так у Лейлы». Так, у меня сегодня, хотя у меня сын сидит тут и говорит: мама, давай быстрее, какая съемка, но я все-таки решила, раз буду делать, то и покажу вам. Ему надо рано на работу, и попросил меня сделать наши чапигиш, лепешки с картошкой. Он у меня любитель чапигиш с картошкой, друзья. И новость тоже хорошая. Он уже почти год практически ездит по работам по разным городам России, объездил много городов, сидит, смеется, практически ничего не заработал. Не знаю, что будет. Сегодня они выходят на работу уже у нас, здесь нашли работу, стройку, выходит сегодня первый день рабочий у них. Пожелайте ему удачи, я надеюсь, если вы пожелаете удачи, может быть, у него что-то получится. Это, конечно, смешно, но если бы не было так грустно. Ну ладно, лишь бы мы были здоровы, алхамдулилла. И вот сегодня у них первый рабочий день. Попросил меня сделать лепешки. Я говорю: сейчас я быстро только буду снимать. Он говорит: мне некогда, быстрее давай. Я говорю: нет, раз ты напросился на лепешки, хочешь, чтобы я тебе их сделала, то я и снимать их буду, чтобы видели все. Так, теста у меня не было, тесто я замесила. Так, если вдруг кто спросит рецепт теста, почему нет, во-первых, вы видите, что я спешу. Во-вторых, у меня есть на канале ролик, где я делаю лепешки, но только там с творогом. Но рецепт теста там есть. Я, наверное, вам оставлю ссылочку, и вы будете знать рецепт теста, если надо. Так, минут 10. Даже 10 я так я замесила. Так, масло растопила. Так, мне кто-то писал, что у меня жидкое тесто, и если жидкое тесто, то это мягкий характер. Но я не знаю, как насчет характера. Я бы не сказала, что он у меня очень мягкий, конечно. Характер у меня немножко сложноватый. Но просто я специально делаю жидковатое тесто. Даже на хенглыш, где с лепешкой с тыквой, потому что, друзья, я не знаю, я люблю вот именно работать с таким жидковатым тестом. Бывает мягче, и поэтому мне не приходится их мыть в воде. Потому что лепешки в горячей воде моют, а я их не мою в горячей воде, не люблю мыть. Ну, они у меня и так бывают мягкие. Снимаю. Так, и вот. Вот смотрите, вот такой вот кружочек картошки. Пюре. Это пюре у меня осталось со вчерашних этих вареников. Он у меня большой любитель. Это старший сын. Меня спрашивали, как его зовут, Багаудин. Он любит и пирожки, и вареники, и лепешки только с картошкой. Вообще у меня дети все разные. Как я говорила, и характеры у них разные. И вкусовые предпочтения разных блюд тоже разные. И всегда мне приходится готовить им то, что им вот каждому подстраивается. И многие мне даже мои же дочки мне говорят: мама, ты сама их приучила, даже не их, а всех нас приучила, говорит, что вот ты слушаешь наши капризы. Не знаю, ну вот у меня такой характер, может быть мягкий, не мягкий, но я стараюсь делать то, что им нравится. Конечно, бывает иногда обидно, когда они не стараются для меня. Да. Ну, так, в целом, они, конечно, стараются для меня сделать что-то приятное. Вот сейчас Багаудин выйдет на работу, заработает большие денежки. И маме будет помощь. Так, только не думайте, что я издеваюсь над ним. У нас небольшие такие дружеские отношения. Я, конечно, очень хочу, чтобы он заработал. Очень хочу, чтобы он женился наконец-то.
Так, одна лепешка уже пропеклась, но я ему сейчас просто сделаю 2 лепешечки. Отправлю его на работу, а нам уже спокойно сделаю. Так, перепелят, которых я вывела, как хочет он зарезать чего-то. Ты всех будешь опять? Всех. Не знаю, они ему не понравились что-то. Вот ждет, пока я освобожусь, чтобы их почистить. Правда, кушает у нас их только он. Я что-то не знаю, не могу, не могу себя перебороть и попробовать эту. Вот видите, лепешечка такая. Я не могу себя пересилить, попробовать перепелку. Но, по-моему, ребрашки тоже несколько раз попробовала. Ну, не знаю. Я искала, я даже не искала, а мне сестра привезла какой-то рецептик, ну не знаю, по-моему, я бумажку потеряла. Она привезла какой-то рецепт именно перепелок. Там что-то надо было их мариновать в уксусе, по-моему, что-то такое. Так что у нас будет скоро забой перепелок. У него так есть такая задумка, конечно, развести перепелят в большом количестве, не перепелок в большом количестве, но это пока только задумка. Для этого нужно, помещение у него, правда, есть, но для этого нужны клетки, для этого нужно много чего. Это пока так, только задумка. Мы как-то сдавали документы на субсидию, чтобы нам помогли на... Ну, для того, чтобы, ну, для развития сельского хозяйства какая-то субсидия была. Приезжала комиссия, вроде у меня тогда было много скотины, 2-3 коровы были, молодняк был. Но, вы знаете, мне не выделили эту субсидию. Видимо, были нуждающиеся больше. Может быть, будут недовольны, но нуждающиеся, которые никогда в жизни не видели скотину. Если честно. У нас такое бывает. Вот если бы мне действительно государство помогло, еще в те времена, когда я много сажала картошку, огурцы, когда у меня было много скотины, я бы больше вместе со своей семьей, и вся моя семья бы сейчас не бегала по стройкам, была бы занята именно на своем производстве, у нас было бы и хозяйство свое, и расширилось бы, и много чего бы было. Но государство мне не помогло. Так, и все, друзья, вот вторая лепешечка. Ой, мамочки, горячие. Так, пока я выключу. Все, сейчас быстро. Он у меня не ест лепешки с намазыванием масла, он макает лепешку в масло. Тоже, видите, свои причуды. Друзья, сына я проводила. И теперь хочу... Я еще за хозяйство не смотрела, корову не доила, гусей не выпускала. Куры, конечно, сами уже вылетают в окошко, которое в сарае. Я же вам говорила, что у меня не приспособлен еще. Ну, в принципе, даже нет курятника. Он у меня в сарае, а куры у меня в сарае. Они вылетают обычно утром в окошко, которое не забито еще ничем. И поэтому куры уже гуляют. Хочу перед тем, как пойти на задний двор, управиться со своим хозяйством, хочу растопить масло и заодно вам тоже покажу, как топится и что. Потому что бывает интересно, во-первых. Во-вторых, поснимаю хозяйство мое, потому что были вопросы, были просьбы, чтобы я показала корову, чтобы я показала свою живность. Хотя я ее, в принципе, все мое хозяйство практически каждый день показываю. Но еще раз покажу, тем более я иду теперь кормить их и выпускать. Вот так. А сейчас я поставлю, вот видите, масло сливочное. Оно, конечно, у меня не за один день сделано брикетами.
Или вот такими вот так вот. Я замораживала их по ходу, вот когда у меня оставалась сметана, я замораживала, делала масло, взбивала в масло и размораживала его. И вот накопилось немножко, хочу его растопить сегодня и разлить по баночкам. Ну, на продажу у меня их, конечно, масла, конечно, нет, но я не знаю, если она будет меня смотреть, я надеюсь, она мне напишет, надо ей или нет, я не знаю, просто я обещала, но свои обещания не выполнила. И за счет того, что поменялся у меня номер WhatsApp, у меня не сохранился номер той женщины, которая заказывала мне масло в Турцию. Литровая банка у меня уже есть, я в тот раз перетапливала, но с тех пор, клянусь, я не перетапливала масло, не делала его, ну не получалось. То вот девочек своих угощала, они себе носили, то соседям оно бывало нужно, а то и Ибрагим дома постоянно его ест, пока оно свежее, от него ничего там не остается. Ну вот все, что там понемножечку у меня накопилось, я его замораживала, по кусочкам закладывала в холодильник. Вот теперь сегодня хочу его поставить. Ну, сейчас на медленный огонь поставлю топиться. Но пока, в принципе, до конца масло должно топиться на медленном огне. Но первое время можно было бы ускорить, но я не буду, потому что пока я управлюсь хозяйством, я не знаю, что будет с маслом. Обычно масло, если топится на сильном огне, оно имеет функцию убежать прямо из кастрюли. Так что вот как-то так, друзья. Сейчас поставлю на медленный огонь. И все, пойду теперь смотреть за хозяйством. Так, вот выпустила гусей. Холодно все-таки. Выпустила им воду. Все равно уже один-два раза Ибрашка забывал воду закрывать. Ну, мы оставили. Пока оставила. Решила оставить, пока пускай вот так вот течет. Все равно здесь у меня ничего нету. Ископать не надо. Ну, не дадите поговорить. Сейчас открою им дверь. Пусть немножко погуляют. Вот. Сделала им мешанку такую вот. Тут у меня кукуруза, пшеница, ячмень, жмых. И все, больше нет. И немножко я еще даже вареную кукурузу добавила. Ой, кукурузу говорю, пшеницу. Мы варим пшеницу, как я говорила, для коровы. Сейчас немного выпущу уже и корову, и гусей. Пусть погуляют немного. А я тем временем приберусь. Так, веселятся. Они довольные. Я вообще-то хочу сделать небольшой прудик. Мне принесли большое тракторное колесо. Но это попозже. А пока пускай растечет она так. Уже вот получилось в огороде. Пусть пока вот так буду открывать воду. И пусть веселятся. Минут 10-15 вот так вот потечет, а потом закрываю. Вот такие вот дела. Друзья, просили меня показать моих животных, коров. Но у меня тут сарай не очень-то светлый. Вот мой теленок. Ему 6 месяцев. Мишка, Мишка, мама, Мишка, Мишка. Да, ты мой золотой. Ой, ты любишь, когда тебя почесывают. Конечно, конечно, ты мой хороший. Вот так вот, да? Чешется у нас, да? Ты мой золотой. Вот. Это уже постарше, который бычок, ему 1,5 годика. Так, ну я бы не сказала, что они у меня прям ахти. Так, хочу вам показать, где улеглась нестись моя курочка. Сколько ее оттуда не гоняю. Вот она там снесла первое яйцо. И все время вот садится, ложится вот туда. Видите, прямо под ногами. Ну, уйди. Прямо под ногами у теленка. Вот такие они, куры. Так, ну вон у меня глазами сверкает корова. Правда, там темно. Так, ну вот моя корова. Глаза сверкают, потому что я включила освещение. Тут темно у меня все-таки в сарае. Вот она, Маня. Або, Манечка, або, Маня. На улицу хочет, Маня, на улицу хочет, да? Ты, мама, золотая. На улицу хочет, Манька. Да? Ну, выпущу я тебя, сейчас выпущу.
Ты, мама, золотой, золотой. Ты, мама, золотой, золотой. Ты мой хороший. Это моя кормилица. Вот она, ты, мама, не золотая. Глазик еще все-таки не полностью у нее вылечился. Ну, вот так вот моя коробочка. Грязная, как я сказала, видите, мне даже снимать ее не хочется, потому что она грязненькая. Ну, вот так, машаллах, она моя кормилица. Гуси гуляют. Холодное, промозглое утро в селе в Ингушетии. Вот так вот, друзья. Так, и вот, друзья, уже час перетапливается у меня масло. Я со всеми делами своими управилась. Вот так вот, видите. И теперь примерно я вот закину сюда столовую ложку муки просеянной, чтобы не было там ничего. Вот. Ну, в принципе, не обязательно, конечно, просеивать. Но если я просто взяла ее из миски, где я замешивала тесто, а там бывают немножечко такие вещички. Так, просто сейчас очень пар. Мука добавляется для того, чтобы быстрее отделилась вот и сыворотка от нее, что там есть, и все, ну, все, что обычно вот отделяется от топленого масла. Оно сейчас будет вариться, и будет все потихонечку опускаться. Все, что вот не нужно в масле, все будет опускаться на дно. Вот топится, на, как я сказала, на медленном огне. Видите, вот я по дну провожу лопаточкой, ничего не прилипло, ничего, все нормально. Вот так вот. И походу я вам чуть-чуть через какое-то время покажу, что будет дальше происходить с маслом. И вот, друзья, после того, как я закинула муку, уже прошло вот минут 20. Сейчас еще раз я помешаю, но потом больше мешать не буду, чтобы потихонечку вот это вот все, вот эти вот хлопья, которые, ну, это мука, просто они опустятся. И, видите, не подгорело ничего. Лопаточка чистая. Все хорошо. И теперь уже потихонечку оно будет топиться. Уже, в принципе, уже почти оно готово. Ну, вот теперь все, что вот хлопья вот эти, как я сказала, они должны опуститься. И масло будет наверху чистенькое. Так, и вот видите, потихонечку масло перетапливается. Я его больше сейчас мешать не буду. Вот по краям, видите, вот эти вот это вот типа пенки, там вот это вот. Вот. Это тоже должно опуститься. Это и мука, и пенка. Это должно опуститься. Вот как только оно опустится, все, масло мое готово. Вот. И я его разолью по баночкам. Друзья, и вот масло уже все растопилось. Видите, все опустилось. Практически ничего здесь нет. Ну, то, что осталось, можно даже процедить через там марлечку или через ситечко. Но только железная ситечка, потому что горячее масло. Обычно я масло заливаю в банку горячим и закатываю. Вот я газ выключила. Ну, немножечко оно у меня постоит, чтобы сбить температуру, чтобы прямо не так страшно кипело. Видите, оно чистенькое и очень красивое. Вот. Пережаривать тоже нельзя. Если масло пережарится, оно будет такого темного цвета, неприятного вкуса. Нужно вот знать, когда, что. Вот. Сейчас я вам скажу. Почти 2 часа. Час и 45 минут. Короче, оно у меня топилось. Так, друзья, и все, как я сказала, масло у меня перетопилось. Я его выключила, ну, минуты 2-3. Оно все равно немножечко кипит. Но больше охлаждать я его не буду, потому что его нужно залить горячим, чтобы оно не испортилось. И вы знаете, я это масло не посолила. Обычно я солю, когда я перетапливаю масло. И хочу вам сказать, я его не посолила, потому что вдруг эта женщина все-таки выйдет мне на связь, и мне придется ей послать масло, то для нее нужно было это масло для какого-то лекарства. Его солить нельзя.
Так, и вот, будем потихонечку, сейчас надо будет. У меня, к сожалению, нет маленького ситечка, но я вот через это буду как-то приспособлю. Вот такое масло мне туда поставить. И вот, друзья, что у меня получилось. 3 литровых и 2 семисотки наивкуснейшего масла. Аромат такой у него приятный, потому что домашнее. Так, покажу вам. Вот, что у меня осталось в кастрюле. Вот тут это получается мука, которую я кинула, вот дала вот такой осадок. Я очень люблю вот именно есть вот это вот, макать туда хлеб и есть. Это очень вкусно, может быть не очень полезно, но очень вкусно. Друзья, и масло я закатала, все. Теперь буду ждать, может быть, телефонного звонка моей подписчицы. Ну, на этом все. Друзья, большое вам спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за хорошие пожелания мне. Меня это очень даже стимулирует, чтобы вам что-то показывать интересное, как-то что-то, не знаю еще что. Если вам что-то интересное еще и хотите узнать, спрашивайте. Я постараюсь вам ответить, ну, то, что я знаю. Ну, на этом все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр и за время, которое вы потратили. Ну, для меня так получается. Ну, вот как-то так.